Счастливая жизнь без наркотиков. С таким посылом обществу выступили учащиеся нового центра образования в Магасе. Это первая акция в образовательном заведении и посвятили ее важной теме. Как показывает статистика, в России смертность от употребления наркотиков не только возросла, но и резко помолодела. То есть будущее под риском. Репортаж Марии Мистоевой. Нет наркотикам, да спорту и творческому развитию. Поднять тему профилактики наркомании представители молодежного правительства республики решили в недавно открывшемся центре образования. Статистика в России свидетельствует, смерть от наркотиков не только возросла, но и резко помолодела. Потому говорить о вреде наркомании нужно и с детьми со школьной скамьи. Именно такая категория населения, как подростки, они подвергаются именно чужому влиянию. Вот поэтому в целях формирования у подростков более ответственного, ценностного отношения к своему здоровью, а также соблюдения всех законов здорового образа жизни и способствования готовности отказаться от любых форм наркомании, в этих целях мы проводим нашу сегодняшнюю профилактическую беседу. В основном плохому влиянию подвержена молодежь. Еще не полностью сформировавшаяся психика, свойственные для этого возраста моральная неустойчивость и желание выделиться среди сверстников – все это ведет к тому, что молодые люди становятся легкой добычей для наркоторговцев. Ведь всегда кажется, что можно один раз попробовать без последствий. Но, получив сомнительное удовольствие, уже не может от этого отказаться. Сотрудники Центра медицинской профилактики интересуются у ребят, от чего можно получать удовольствие. У всех разные ответы – еда, телевизор, интернет, игры. Удовольствие получаем от многих вещей. То, что касается наркотических веществ, это мнимое удовольствие, да? Нам кажется, что мы получаем удовольствие, да? Мы можем целый день смотреть интересные программы по телевизору, да? Увлекаемся, получаем удовольствие. Но если вы целый день с утра до вечера будете смотреть телевизор, что будет? Ну, за день оно не испортится, но вы будете себя чуть-чуть хуже чувствовать, правильно? То есть любое удовольствие, оно должно иметь какие-то свои пределы. Когда молодому поколению говорят о вреде чего-то, будь то наркотики или обычная газировка, подростковый бунтарский пыл не позволяет им осознать весь смысл, который старшие до них хотят донести. Потому представители духовенства решили рассказать о вреде различных психотропных веществ с точки зрения религии. مارشال خوکی له ملرات عود عن حد وجوز زول مارده ويقمن يقي ملرا كورت بابودش همنا موجوش تبليت كاغا ازمو دوزو زول مجو كزجا خودولجو. В зале все внимание на лекторов. Многие из сидящих здесь не до конца понимают, что именно такое наркотики, но точно знают, связываться с ними не стоит. Категорически против, конечно, наркотиков и других каких-то веществ, что ли. Мои родители дома мне говорят не слушаться чужих людей на улице, не употреблять наркотики. Ну и мне свое здоровье дороже. Я считаю, что их нельзя употреблять. Это вредно, и если бы мои друзья бы за это взялись, то я бы сказала выбросить это, потому что это нельзя употреблять. Школа совсем новая, и возраст ее исчисляется пока только неделями, но уже сейчас здесь организованы различные кружки. Ребят пытаются всесторонне развивать, и особый упор делается на воспитание. В дальнейшем, конечно, мы тоже планируем проводить беседы, регулярные мероприятия. Для этого у нас задействованы соответствующие преподаватели, которые помогут детям в трудной какой-то ситуации и помогут определиться в дальнейшей жизни, что плохо, что и хорошо. Мы стараться будем, естественно, проводить регулярные воспитательные беседы. В этих целях направлена большая часть внимания. Статистика утверждает, что наш регион находится на одном из последних мест по употреблению наркотиков. Частые профилактические мероприятия и контроль за ситуацией всех органов власти и, конечно, институт семьи – самый лучший метод борьбы с губительным явлением. Мария Мистоева, Гапур Чехкиев, Новости 24.